Экономист Центра социально-экономических исследований Илона Мирскулава поблагодарила всех делегатов первого съезда Конгресса народа Абхазии за активное участие в его работе, а также добавила, что данная площадка создана для обсуждения важных вопросов, которые в первую очередь касаются благосостояния граждан. Мы также благодарны всем тем, которые интересуются вопросами Конгресса. Мы благодарны нашим, не хочу сказать оппонентам, тем людям, которые высказали свое мнение в социальных сетях, это различные общественные организации. Благодарны потому, что, значит, вопросы, поставленные на Конгрессе, они действительно важные, актуальные, значимые. И для того и создавалась эта площадка, чтобы не на митингах, а в помещении, за столом, за работой обсуждать эти вопросы. На съезде Конгресса народа Абхазии присутствовало более 80% делегатов. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой некоторые села еще не представили своих делегатов. Квоты остаются и для трудовых коллективов и организаций. Председатель исполнительного комитета Конгресса народа Абхазии Давид Пилия подчеркнул, что в целом съезд состоялся, но есть моменты, которые нужно доработать. Что нам делать в будущем? Как нам всем вместе жить? Сможем ли мы нашу страну обустроить? Сможем ли мы в нашем доме обеспечить согласие друг к другу? Сможем ли мы добиться того, чтобы наш народ, как во время войны, как в предвоенные годы, стал вот таким мощным движением для решения своих проблем? Я хочу надеяться на это. Но для этого, конечно, не только должно быть согласие в обществе, должно быть согласие высшей политической элиты. У нас должно быть согласие между парламентом и администрацией президента. У нас должно быть согласие между парламентом и правительством. У нас должно быть во всех властных структурах понимание и подход, как решать ту или иную проблему. Член исполнительного комитета Конгресса Абисалом Кварчи отметил, что на Конгрессе поднималось немало важных вопросов, которые волнуют людей. Однако некоторая часть нашего общества акцентирует свое внимание на выступлении, связанном с вопросом, касающегося паспортов жителей Галского района. Мы не можем все время жить вот в такой противоречии, когда мы в серьезные политические вопросы пытаемся решать митинговщиной или какими-то другими методами. Мы говорим о существующей проблеме. Вы понимаете меня? Я вот налогоплательщик, вы все налогоплательщики. Вот. Я не могу понять, почему я должен инвестировать в будущее Грузии в Абхазии. Если ребенок родился в Абхазии, мы не даем ему свидетельство о рождении, посылаем в Зугдиди. Гражданина Грузии, потенциально мы здесь за счет бюджета в садик вводим, в школе обучаем, делаем, когда он школу закончил, мы говорим, до свидания, иди. Для чего мы это делаем? Вопрос не стоит, понимаете, как дать гражданство кому-то не давать. Это есть структуры соответствующие государственные. Но я не понимаю, как гражданин, еще раз, когда ребенок родился в нашей стране, понимаете, это акт. Совершился на территории Абхазии, что у нас нет государственных институтов, которые может выдать ему свидетельство. Свидетельство это не есть, подтверждает, что он гражданин. Гражданство потом отдельными документами подтверждается соответствующей печатью на свидетельстве о рождении. Но саму бумагу почему мы не можем выдать? Мы посылаем его, как мы говорим, во враждебное государство. Когда человек умирает, скажем, самурзаканец в Абхазии, что свидетельство о смерти в Зугдиде надо выдавать, труп надо повезти туда, а свидетельство и перевезти в Абхазию хоронить. У нас есть непонятные вещи, понимаете, которые вот логике не поддаются. На пресс-конференции говорили о комментарии экс-главы республики Рауля Хаджинба о выступлении на съезде Олега Домения, касающегося жителей Галского района. По мнению Рауля Хаджинба, идея о жителях Галского района примитивна. Директор ЦСИ Олег Домения отметил, что его выступление на съезде неправильно трактуется. Речь шла не о массовой паспортизации жителей Галского района, а по этапном процессе интеграции населения. Многие жители Галского района пытаются вернуть свои исконные абхазские фамилии и национальность. Абсолютно меня это не волнует. И не собираюсь Раулю Хаджимба отвечать. Не собираюсь. И не виню его ни в чем, и так далее, и так далее. Это человек совершенно... Нету. Для меня его нет. То, что он поместил в соцсайте
Там ложь. Мое выступление, текст моего выступления в письменном виде есть. Текст моего выступления записывалось. Значит, вы, журналисты, можете проверить, что же я там говорил и чего я там не говорил. То, что Рауль Джумкович пишет, это чистая ложь. Участники съезда в своих выступлениях затрагивали животрепещущие темы, волнующие общество, рассказывали о стремлении развивать село и сохранить родной язык. Первый съезд Конгресса народа Абхазии прошел 28 января. Его главная цель – объединение всех народов республики, укрепление взаимодействия гражданского общества и органов власти. Кугуца Вардания, Раму Камки, Алексей Баструков. Абхазское телевидение.